Мне кажется, что я пик прошел свой, пропустил. Как говорят же, очень хорошо, тоже плохо. Где-то, видать, перепахал, перетрудился. Уже такую борьбу, как у них, как у дагестанцев, например, как у вольников, я уже такую борьбу не подумал. Вот эти инстинкты, они зарождаются в подростковом возрасте. Когда завершил карьеру, бокс, на 2 года я вообще в зал не заходил. Поверишь? 2 года я смотреть не мог в спортзал. Я весил там 120 килограмм, а они весили 70 и меня душили там. И я всегда удивлялся, как так? Че мы, в такой лиге большой, и все будем вдвоем драться, что ли? Ассаламу алейкум, достар. Бүгін біздің студиямызда Қазақстанның мықты, ауыр салмақтағы мықты жауынгерлердің бірі Евгений Егенбердиев. Хорошо встретил сейчас Евгений. Лоу-кик соперника и тут же сечь по корпусу. Сейчас Егенбердиев соперника. 1, 2, 3, 4. Удары сыпятся без остановки. Не отвечает на разогнать. Бой завершен. Теперь все. Женя, приветствую тебя. Очень рад тебя увидеть. Последний бой был пару месяцев назад. Ну, до этого мы с тобой планировали вообще, да, записать, но как бы до боя не получилось. И вот спустя пару месяцев. Как вообще ощущения? Я понимаю, бой сложился, не по тому сценарию, который ты хотел, но в любом случае любой бой, он опыт. Что извлек? Есть какие-то зацепки? Что будет дальше? Ну, знаешь, да, бой не получился. Ну, я, знаешь, даже сам толком не могу понять, из-за чего не получился. Мне кажется, что я пик прошел свой, пропустил. И чуть-чуть, перетрудился, по-моему, вышел чуть-чуть выжатый. Ну, как, я сам так считаю. Так, в принципе, скорость была, все чувствую, все видел, но борьба, вот эта возня, вот это все силы забрала, короче. У тебя в карьере 16 боев, 12 из которых ты победил, 4 у тебя стоит в Шердоге как проигрыши. Если оценивать, допустим, все эти поединки и подходы к ним, да, вот данная форма, которой ты явился на этот поединок, это был титульный бой, да, за пояс одной из лучших организаций мира. В какой форме ты подошел? Ну, если ты оцениваешь по 5-бальной шкале? Нет, если так посмотреть, то по 5-бальной, наверное, 5 баллов я подошел. По идее, я делал, я работал, я пахал, я действительно трудился. Но где-то, возможно, как говорят же, очень хорошо, тоже плохо. Где-то, видать, перепахал, перетрудился. Ну, это чисто мое мнение. Где-то слишком... обычная подготовка у меня 8 недель. 9 недель. А тут у меня было больше. Наверное, 10, 11, 12 недель, наверное. Еще сборы ездил. И где-то слишком перетрудился, бывает же. И вышел, да, как бы без настроения, выжатый. Такой, как вялый, бывает же. Уже как бы огня не было, да, вот этого. Хотелось быстрее подраться и отдохнуть, что ли, что-то такое. Ну, я видел этот бой в прямом эфире, там был перевод, да, не сразу он получился, что-то он тоже как бы по-своему показывал, типа, что будет пинать ногами, я что-то постоянно видел, он шорты задирал, да, что-то такая ситуация была. И постоянно показывал, что как бы будет бить, но все-таки проход у него не сразу удался, я насколько помню. В борьбе, борьба, был проход, он сверху, ты вообще к этому готов был, что будет борьба? В принципе, по нему было предсказуемо, что будет борьба, да? Ну да, конечно, я знал, что он будет бороться. Ну, знаешь, я мог бы отлежаться там, гард взять его и снизу контролировать. Лежать мог бы 5 раундов так отлежать. Ты хотел вставать? Я хотел вставать, чтобы у него силы уходили, чтобы бой был... Я хотел победить, да, я хотел победить, у нас примерно был план, что я знал, что он меня переведет, это было ясно.
Я знал, что переведет, но я думал, буду вставать, к 3-му, 4-му, 5-му раунду уже буду забирать свое. Но так получилось, что не он устал, а я первый устал. Не, Муслим Магомедов же соперник, насколько я помню. Если он хорош в борьбе, ты очень хорош в руках. Та антропометрия, которую ты имеешь, то есть длина рук, то чувство бокса, мне кажется, в ACA многие позавидовать могут этому. И даже вот в предыдущих поединках, где ты завершал нокаутами, я видел такую, знаешь, как бы дистанционную уверенность, где ты попадал, и ты знал, что он отключится именно в этот удар, где ты добивал, догонял. Вот чувствуя, что соперник очень хорошо борется, но, естественно, на нем было видно, что бьешь ты сильнее, и, соответственно, он этого опасался. Опасался ли ты борьбы? Ну, и в том плане, что до того, что тебе не хотелось бороться, ты боялся этой борьбы или нет? Или ты чувствовал себя спокойно? Знаешь, я не боялся. Как бы это ни выглядело со стороны, просто вот твое мнение. Я не боялся борьбы. Я знал, что борьба будет по-любому. Готов был 100%. Да, я готов был. Ну, как 100%, например. Я стараюсь на каждой тренировке бороться. Постоянно стараюсь бороться. Но уже такую борьбу, как у них, как у дагестанцев, например, как у вольников, я уже такую борьбу не подумал. Потому что вот эти инстинкты, они зарождаются в подростковом возрасте, где вот они также не смогут стать ударниками, как я, например. Ну да, естественно. Да, потому что я с самого детства этим занимался, а они с самого детства боролись. То есть база, да? Да, база нужна, да. И даже вот мне говорят, вот многие там критики там пишут, надо бороться, там надо борьба, надо. Я и так борюсь, постоянно стараюсь. Критикам надо самим побороться. Ну, по идее, да. В зал походить, полчаса поплакать. Я вообще как бы про что хотел спросить, допустим, когда ты дерешься, ну, заведомо зная, что борьбы не будет, подсознательно я там, как, допустим, боец тоже как бы, хоть и в профи не выступал, в любительской сфере, я там примерно знаю, что, допустим, когда дерешься с ударником, и ты знаешь, что ты на руках лучше, естественно, ты себя свободнее чувствуешь. Более уверен. Да, уверен. Когда ты знаешь, что как бы, да, ты его будешь сковывать в боксе, но он может пройти, как бы, и этот проход ты можешь не заметить, снизу оказаться и потерять там 2-3 минуты времени, возможные силы, да. То есть это в любом случае дает какое-то, знаешь, как бы... Давление, да. Давление. И я думаю, да, вот даже в бою иногда не получается показать того мастерства на руках, что ты владеешь, из-за того, что опасаешься борьбы, да, получается. 100% правда. Итак, давай, Женя, мы сразу начали с твоего крайнего поединка. Я, если честно, мы с тобой созванивались, когда ты уезжал, мы смотрели, почему-то прям уверенность была, что ты нокаутируешь прям, да, в первом раунде, во втором раунде. Такая вот, знаешь, как бы, какой-то, я думал, что твой звездный час настал. На самом деле он не настал, и это даже очень хорошо. Почему? Потому что еще есть впереди за что бороться, за что драться. Я думаю, иншаллах, ты еще этот пояс заберешь, то есть как бы все впереди. Тем более, вот если даже в Казахстане у нас оценивать, может быть, это и преимущество, а также и проблема, да, ты один из тех бойцов со своим ростом, со своими там физическими показателями, ударкой. Мне кажется, у тебя здесь спарринг-партнеров нет в Казахстане, да? Ну, мало. Мало, да? Ну, кто вот на примете? Кто один из таких? Ну, я знаю, что Даурен Ермеков приезжал, но в любом случае не весит столько, сколько ты весишь. Да. Он как бы, да. Ну, он помогает, он работает, он такой трудоспособный пацан. Он красавчик. Мурат Абдурахманов приезжал. Мурат Абдурахманов. Какой-то эпизод был, да? Или он к Даурену приезжал? Что-то вот тебе тоже, кажется, я помню. Ко мне тоже приезжал, он в борьбе тоже помогал. Да. А Шахмарал, допустим, рассмотреть как спарринг-партнера? Нет, Шахмарал. Да, не тренируется особо, да? Да, он в основном не в форме. И у него как бы ударка так. Борьба, да, он грэпплинг. У него очень мощный физически. Но он настоящий тяж большой. Он как бы тоже мне не подходит. Мне нужен полутяж. Тяж, у него скорость. Понимаешь, если ты будешь с тяжом работать постоянно, ты начнешь его скорость перенимать. Он медленно, например. Нужно быть, даже когда вот с Дауреном работаешь, это где-то к лучшему, потому что у него скорость выше, он 84, и ты становишься чуть быстрее за счет него. Аслжан Бахчан тоже помогал. Да, вот, кстати, Аслжан. Да. Вы в одном весе же, кстати. Да, мы в одном весе. Хороший парень, он трудяга такой. Он работает, помогает всегда. Аслжан красавчик. По Даурену Ермекову ты последний был, кстати, наблюдал? Да, смотрел. Красавчик, да, вообще? Вообще.
Я, если честно, мы уже думали, Даурен, ну, надо пора завязывать. Ну, как бы, опять же, критики же говорят же там, и это мнение, ты думаешь, блин. Я, если честно, не из-за того, что там не верю в него, да, там, или в каждого из вас, да, там, бойцов. Мы просто не хотим, чтобы как бы кто-то проигрывал. Это, опять же, мешает развитию. То, что мы вот так хотим, чтобы как бы наши бойцы не проигрывали, там, чтобы их там нечаянно не уронили. А на самом деле жизнь это борьба, то есть каждый после проигрыша, наоборот, если он достойный, если он воспитан правильно, он становится только сильнее, так же? Да. Я думаю, если ты с этим согласен, иншаллах, ты еще покажешь, и другие наши бойцы. Давай поговорим, Женя, вот многим болельщикам, которые за тебя топят вообще казахстанский ММА, скорее всего, я больше чем уверен, интересна вообще твоя жизнь, откуда она начиналась. Я знаю, что ты родился в городе Тарас, да, в то время Джамбул назывался, да? Там родился. Вот расскажи про это, как ты вообще пошел в спорт, кто тебя привел в спорт? Ну, я родился, да, Джамбульская область, в городе Джамбул. Тогда еще Джамбул назывался. Нынешний Тарас. Нынешний Тарас, да. Ну, у меня семья, разошлись родители. И я еще был маленький, даже не помню, когда они вместе были, не помню. И меня воспитывал дед мой, Аташка. Почти с самого детства вот он меня воспитывал. И у него был друг такой, Евгений Костев такой, тренер по боксу. Ему на сегодняшний день ему уже 80 лет. Он, ну, с такой старик. Не в честь него тебя назвали? Нет, не в честь. Просто так совпало, да? Да. И я увидел, что мой брат старший, он начал ходить на бокс к нему, к этому тренеру. Еще это было рядом с домом. У нас город маленький, и недалеко от дома было 88-е училище, такое железнодорожное. У меня семья вообще, все железнодорожники, у меня династия, у меня отец, брат, дед. Дед был начальник депо, отец был машинистом всю жизнь, брат работает машинистом. И по идее, я тоже должен был стать кем-то, железнодорожником. Я тоже учился в этом училище. Но оттуда я начал заниматься боксом. Аташка меня привел еще совсем маленьким, в 3 классе, по-моему. Привел, короче. Я потихоньку начал тренироваться. Поначалу у меня вообще не получалось. У меня то там заболит, то здесь заболит, короче. То меня в больницу положат, то еще что-то. Короче. Был ребенок такой вообще, слабый такой, нетерпеливый я, короче. Не любил нагрузки физические там. Но потом как-то постепенно привык, перерос и в спорт ушел и начал 2 раза в день. Вначале каждый день тренироваться, потом 2 раза в день начал тренироваться. Потом пошли результаты. Город выиграл, область по боксу, потом Казахстан выиграл. Среди юношей? Среди юношей, потом по молодежи. Потом на мир съездил, 3-м стал. Потом по мужикам была такая универсиада. Туда съездил, тоже 3-м стал. По мужикам боксировал. Я всегда был в сборной по взрослым в 91 килограмм. Всегда был в сборной, всегда 3-ки был в Казахстане. 2-м, 3-м становился по боксу. Но придя вот в мужики, я уже как бы перегруженный пришел в бокс, уже в мужики. Потому что, я не знаю почему, но у нас такая система вот в любительском боксе, вообще в любительском спорте, независимо там бокс или борьба, это что начинают грузить с юношей. Даже, наверное, ты слышал, заряжают пацанов там на 2-3 года. Там. Ты не заряжался? Я не заряжался. Мне всегда было интересно, зачем заряжают, чтобы они там результат показали. И они выжимали пацанов вот конкретно вот с юношей, начиная там все сборы, Казахстан, там Азия, мир, туда-сюда возили. И я в ту же колею попал, в ту же волну. Тоже 2-разовые тренировки, сборы, постоянно сбор, дома не видишь. И до мужиков я дошел уже на спать, бывает же. Вот. Мне все время пророчили, типа, Олимпиада, ты возьмешь, ты данные хороший, там, рост, а вес, какой вес скорость в молодежке? На мире я 71 боксировал. А вот среди студентов на чемпионате мира я уже 91 боксировал. Но опять же у меня был такой момент, я весил 87, 86, а боксировал 91. Мне и туда было, я был сухой, высокий. Мне и спускаться 81 было
как бы лишнее. Ну зачем гонять на 81? Ну, молодой, да. Да, тем более каждый день взвешивания в боксе. Да. И на 91 я был как бы маленький, потому что 87 вешу, а там гоняют на 91 там с 96 примерно, да, там. И, в общем, у меня всегда вот какой-то вот такой был момент, что я ни туда, ни сюда. Ну, в итоге я до того наелся бокса, вот действительно уже не мог боксировать, уже не то что боксировать, соревнования, ладно, тренировки меня напрягали, я уже не мог. Одно и то же, представь, вот ММА ты как-то, ты здесь поборолся, здесь ты кросс пробежал, здесь ты там физику дал, там спарринги, там разнообразие есть. А в боксе ты представь, утром мешки, вечером лапы, завтра в парах, утром опять мешки. Ну, кроссно, опять мешки, лапы, мешки, лапы, мешки, лапы. У тебя пространство маленькое, только вот такая дистанция, все, ты бьешь, постоянно бьешь. И еще были такие понятия, там, сильно качаться нельзя, там, будешь скорость потеряешь, там, ну, еще спорт же, он развивается. Например, вот в ММА он постоянно растет, постоянно развивается. Мы смотрим туда, на Америку, там, как они делают, как они вес гоняют, как... А у нас тогда все было советское. До сих пор Как отсюда. Ну, до сих пор даже. Вес гоняют, боксеры по-советски. Я некоторым говорю, водой гоняйте, вы что, они не понимают и боятся воду пить. Как воду пить, говорит, типа... Она же останется. Как она останется? Ты же должен знать, как ты ее уберешь, эту воду. И многие до сих пор боксеры, я знаю, гоняют, не пьют, не едят, ходят, В мучаются. боксе Игоря Фунтикова нету просто. Да, Игоря нет. Если Игорь был бы, то в боксе результат, наверное, лучше был Ну, бы. весогонка точно была бы. Точно весогонка и все. 2013 год, ты начинаешь драться по ММА. Получается, первый свой поединок в знаменитой нашей казахстанской лиге Алаш Прайд ты провел, да? Нет. Не Алаш Прайд? Не, ну смотри, если брать вот как я начал, вообще я начал вообще с неизвестного промоушена, я даже не помню. В ринге? В Астане, в Я ринге. помню этот бой, ты даже дрался с моим одним товарищем, другом, Думан, он твой земляк. Да, мой Тарасский. Да. Я видел этот поединок. Вот я там. Это первый бой, да? Первый бой был, да. Я примерно весил как сейчас, но я был вообще лишний вес, у меня живот был там. Да. Потому что я, когда завершил карьеру, бокс, на 2 года, я 2 года вообще в зал не заходил. Поверишь? 2 года я смотреть не мог в спортзал. А потом через 2 года у меня как-то появилось чуть, что я еще молодой, мне там 25, наверное, 24, думаю, что надо попробовать еще раз что-нибудь. Как раз вот эти бои, все начиналось. Начал потихоньку тренироваться и со 130 скинул до 91. Опять в бокс вернулся. Ну, Уже быстро набираешь, да? Быстро набираю, да. Но сейчас я держу себя уже, как бы привык уже. А раньше я, например, раньше мы не знали, что такое диета, что такое калории, что такое это все. Кушали все подряд, и сладкое, и мучное, и быстро 10 килограмм там за несколько дней набирали. И вот твой первый бой, я, если честно, тоже не помню, это, скорее всего, где-то в Астане или в Курчатове было? В Астане было, да. Ну, каждый, кто мог, кто имел к этому желание, проводил в то время, да, там, кто-то как бы дальше начал проводить, а кто-то, как говорится, всего лишь это 1-2 раза провел. Ладно, суть не в этом, но в любом случае этому человеку, который там сподвиг тебя заниматься ММА, ему большой, огромный рахмет, он сделал, можно сказать, большую работу, да. Как так произошло, что ты там оказался в ринге с Думаном? Вообще, в этот спорт интерес как появился? Ну вот у нас в Таразе был такой тренер по рукопашке. Его, к сожалению, в живых нет уже, он от коронавируса скончался. Его звали Серик Толкпаев такой. Он мне еще родственником приходился таким дальним. Он тренировал рукопашку и греплинг. Только-только это в моду заходило. И мы начали ходить, интересно действительно. И мне всегда интересно было, вот я боксер, я как бы себя уверенно чувствовал на улице, в стойке. Я всегда думал, если борец попадется, например, ну как он тебя бросит, что будешь делать? Вот, действительно, ты беспомощный на полу. Любой боксер, я знаю, на полу он беспомощный. И начал заниматься греплингом, потихоньку бороться. И, знаешь, начал получаться, где-то совмещенно делать. Ты меня поймешь как спортсмен, потому что это азарт, и тебе интересно, ты сможешь защититься.
Потом, когда я начинал, меня, например, душили легковесы, например. Я весил там 120 килограмм, а они весили 70, и меня душили там. И я всегда удивлялся, как так. Например, Ермек Тлав, я с ним там познакомился, он меня душил, там, руки. Ермек Тлав, наверное, до сих пор всех задушит. Да, он до сих пор душит. Хороший крэпер. Достар, 26 қараша күні Алматы аренада NFC 35 атты халықаралық ивент өтетін болады. Соған сіздердің бәріңізді, біздің батырларымызды және де басқа спортшыларды қолдауға келуге шақырамын. Ол ивентте өте қызықты жекпе-жектер болады. Оның біреуі соңғы жекпе-жек белбеуді қорғайтын Николай Самусов, Райымбек Орынбаев, ақтөбелік Райымбек Орынбаевпен шайқасатын болады. Өте қызықты жекпе-жектер, сондықтан жібере алмаңыздар. Келе алмайтындарың болатын болса, Найза ТВ YouTube телеканалына жазылып қойыңыздар. Сол жерге колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде сіздер біздің мықты және де додалы ивенттерден қалып қоймайсыңдар. Ассалаумағалейкум. И такой у нас друг, там тоже есть, Ерлан Сембеков такой. Он как раз в этом промоушене, в котором я дрался, он там не то знакомый его был, это Агашка, который проводил этот турнир. Он нас позвал, есть турнир, будете драться? Ну, с Ермеком подумали, давай. А Ермек уже один раз он ездил, по-моему, на их же турнир. Или на жекпе-жек, один раз он уже дрался. Он загорелся, мне приехал, мне рассказывает такие-то эмоции у него, там, радость. Там. В первом раунде выиграл. Я тоже загорелся, все, едем. И на первый турнир мы поехали туда. Там, кстати, парень тоже тарасский, джамбульский пацан, Думан такой. Да. Мы сейчас с ним дружим, хороший парень. Да, хороший парень. Да. И с ним попался первый бой. Ну, там, как вышло, так получилось. Подрались. Я действительно получил эмоции мощные. Адреналин, я не знаю, я в боксе такого не получал. Такое, знаешь. Тем более тогда мы уже фанатели, там, Федор Емельяненко, бои, UFC, Pride, там, в то время. И все, я решил, что я этим хочу заниматься, буду заниматься. И потихоньку у нас начало развиваться, конечно, не так прям, как хотелось бы там. Ну, потихоньку у нас появился Тарас Файт Клуб. Наслышан. Да, потом я поехал в том же 13-м году жекпе-жек, я уже скинул вес уже. Знаешь, мы тренировались вообще... Ну, не по системе, не да? По системе, неправильно. Мы грэпплинг, боролись, лапы били, там в парах не стояли. Поехал на жекпе-жек, проводилось в дворце школьников, что ли, по Абаю. Сабыржан Ага там был. Да, чемпионат Казахстана. Там 8 человек в весе было у нас. Ну, нормально, для тяжей. Да. Но я в 93. Ну, да, 96 весил. Для полутяжей, да. Да. Первый бой с киргизом вышел, и второй бой с Адилем Воромбаевым. Адиль тогда 93, он был тоже в тяжах дрался. Тоже я там первое место занял. Правда, весь побитый был. Сечки у меня, зашили мне сразу, нитки. В партере, да? В основном пропускал, да? Или в стойке? И в стойке пропускал. С Адилем пропускался много. Мы с ним конкретно зарубились там. Адиль. Базовый борец. Он базовый борец, классик. Но он был физически мощный, взрывной. Ниже меня ростом. Я был продолговатый, высокий, руки тонкие, длинные. Теперь я же боксер, мне надо сблизиться с ним, чтобы ударить. Я его стараюсь ударить, а он на любое мое движение кидает боковой из-под. Такой из-под, короче. И этот боковой мне получается, приходится оттянуться от бокового, снова ударить. И в какой-то момент я все равно стараюсь, когда агрессивно там ударить, пропускаю где-то там сечку сделал, где-то там. Потом это опыт, я стараюсь печень бить, там ногами бить. Все равно где-то пропущу там. Короче, у нас бой там кровавый. Надо найти этот бой, посмотреть. Он есть на ютубе, но там в таком плохом качестве уже. Ну, хоть какой-то. Это 2013 год, да?
Мне интересен, ну, с Адилем Бурабаевым, конечно, тоже близко знаем, там, Думана, тоже наш близкий товарищ, друг. Вот интересен бой тоже с Джефф Монсоном. Ты его выиграл в период, когда он был уже на подъеме такой, да, там выиграл Александра Емельяненко, я помню, да, там на хорошем, у него очень сильный базовый такой, ну не базовый, даже такой высококлассный грэпплинг. Он на чемпионатах мира спокойно там выиграл свой вот этот север-юг, да, короны. Расскажи про этот поединок. А вообще, как идея пришла подраться с ним? Ну, знаешь, я тоже вот так чуть-чуть дрался, по любителям дрался. И уже год не дрался. Толком не тренировался. Что-то такой момент был, когда там толком не зарабатываешь же. Да. В то время, да. В то время, да, там, я не помню, там вообще копейки были. Я уже год не дрался, уже чуть ли не завершать. И мне звонит Ермек, говорит, вот тут в Алашпрате предлагают бой тебе Джеффа Монсона. Будешь драться? А я до этого ездил на турнир к Ермеку, где он дрался с одним азербайджанцем. Не помню фамилию. В общем, они, видать, меня там увидели, что я тяж большой. Да. Думают, ну, попробуем поставить Джеффа Монсона. Рекорд у меня 1-0 тогда по профи. Вот эти все же не считаются бои, которые жик-пжик, они не вносят. Ну да, любительские не считаются. Как бы любительские, хотя правила такие же, да? Ну, некоторые занесли. Да. И, в общем, остается 27 дней. Я вообще не тренируюсь. Вот представь, мы сидим вот с другом, сидим в машине. Мне Ермек звонит. Я считаю до боя 27 дней. Я, ну, что отказываться? Давай буду драться, давай. Ну, что делаю? Я начинаю в Джамбуле там 2 недели работать. Тут тренер, вот, кстати, у своего вот этого старика, которого начинаем по боксу, как-то в мешок ложим в партере добивания. Ну, что-то похожее к боям, чтобы не чисто бокс, тем более он борец, знаем. 10 дней остается, приезжаю в Алмату. И в Алмате лапы бью, берег Алиев держит лапы. Кстати, всех Алашпрайт собрали там на одной базе, короче, мы жили, тренировались вместе. Тяжей не было. Ержан Естанов, Ермек Тлаов, там, иногда Ансаган Кустаинов помогал. В общем, кое-как вот так подготовился за 27 дней. Вес сбросил. И вышел, подрался. Ну, бой вообще, если честно, самый мой, как сказать, бой, который я вот действительно не смог там вообще себя проявить, нормально подраться. Столько критики лилось тоже из-за этого боя. Но никто же не знает, что я вот так толком не тренировался и вышел. Ну, во-первых, ну ладно, тренировочный процесс, это уже как бы каждый мы виноваты, да, что мы не готовы. Но класс-то другой. Ну да. Да, у тебя Шердок 1-0, и тут Монсон, да, который там в UFC, насколько я помню, был, там здесь был, там был, как бы Александр Емельяненко выиграл. Что говорить уже? Да. Ну, выиграть получилось самое главное. А так, да, я там очень устал, и я там через себя перешагнул в бою, там действительно мне было тяжело. Кое-как, но выиграл хоть. Такой, можно сказать, один из серьезнейших поединков в начале твоей карьеры. Да, в начале карьеры, да. Вот смотри, тот раз здесь был Артем Резников, мы с ним разговаривали по поводу вообще подготовки. Методология его тренировочного процесса, она очень отличается от многих, которых я знаю. Там, допустим, он целенаправленно в одной дисциплине там двигается, и каким бы он там мастеровитым по вольной борьбе не был, он говорит, я не перестаю там по 2-3 часа, там, может, 2-3 неделю тренировки я делаю именно по вольной борьбе. Я ему говорю, зачем тебе вольная борьба, она у тебя там уже на уровне. Нет, говорит, я как бы все больше и больше чувства прививаю к себе, там, помогает хорошо. Для тебя бокс, допустим, как в отдельной дисциплине в своем тренировочном процессе существует, вообще есть? Вообще нет. Нет, да? То есть ты смешно ММА готовишь, да, там и так далее? ММА, ну, конечно, в парах стоим, иногда чисто на руках. Но в основном как ММА с ногами смешан. Но вот этот тренер Игорь Фунтиков, он сейчас не верну. Я вообще отдалился от бокса одно время, прям вообще. Я только как муай-тай, у меня тренер вот Эдир Таншанло был. Передвижение забросил, я вот как тайцы стоят, в основном так стоял, бил.
Но мне Игорь сейчас вернул, он мне передвижение, вот, Бокса? как советская Вот я школа считаю, бокса. да, правильно. Да, он мне вернул передвижение, там мыслить, думать, уклоны, нырки делать, вот эти все движения. И чуть-чуть лучше стало получаться. Я вот по себе помню, мы же все с борьбы выходцы, потом как бы начали тренировать руки, то есть Сагындык Микеев, то есть там в Атырау. На тайский бокс я ходил. Как только начала получаться ударка, мы забыли про борьбу. То есть такая ситуация была. Вот в твоем случае, когда ты увлекся борьбой, не забывал ли ты бокс? Забывал, да? Было такое, да, что... Я вот даже смотрю, по боям, это не критика, ничего, я просто думаю, что как бы если чисто о руках думать, допустим, в твоем случае, при твоей антропометрии, в твоем мощности удара, там можно, мне кажется, вообще никого рядом не подпускать, да? Пусть одно время этот Джуниор Дос Сантос, да? Как в одно время, да? То есть там никто близко подойти не мог, да? Этот Веласкес упал, Мирка упал, Вердум упал. Ну, все топовые бойцы, которые в свое время чемпионами были или там претендентами были, они все падали от рук, чисто рук. Ну, потом, правда, вот этот дополнительных 2 боя с Веласкесом, там как бы, ну, там реально вот именно эти бои, это же как бы примерно твой дивизион, чуть выше, да. Вот эти бои, я считаю, что нужно, не можно, а нужно заносить вообще методологию подготовки бойцов. То есть там все было в этом бою. Ты видел, помнишь? Джуниор Дос Сантос, Кейн Веласкес 2, трилогия. Такие страшные кровавые поединки. К сожалению, Джуниор после этого чуть подсел и вообще изменился даже. На него, на лицо смотришь, он другой, как бы, взгляд другой, как бы, подломил это его поединки. Да. У каждого, да, бойца в карьере бывает, ну, как бы, какие-то такие переломные моменты, и как он выбирается, это уже его, как говорится, это внутренняя команда, внутренний дух, сила, как говорится. Значит, это нашим казахстанским бойцам в этом отношении у нас наши прадеды, наши предки оставили такое большое сердце у наших, как говорится, я думаю, что мы спокойно в этом справимся и дальше пойдем, иншаллах, там справимся. Так, про бокс мы обсудили, вольную борьбу отдельно изучаешь? Я вот, ну, как бы, я считаю, вот ты сейчас сидишь, рассказываешь, да, там, дерешься. Многие бойцы, которые там молодые, да, сегодня, даже не бойцы, которые хотят быть похожими, а я уверен, что их немало, они, скорее всего, что-то хотят перенять, вот, про свой вообще в целом тренировочный процесс. Расскажи, как неделя проходит. Ну смотри, это зависит от какой период подготовки, да. Можешь такой межсезонный? Межсезонный в основном ОФП делаем, чтобы в физической форме постоянной быть. Это ты обязательно утром делаем ОФП. У нас методика, вот Игорь ставит, работаем с гирями, кроссфит комплекс, турник обязательно. 50 раз, 5 подходов по 10 раз обязательно. В начале тренировки с гирей работаем. Вот я 24, иногда 32 работаю. Махи, гири, со штангами, присед, становый обязательно. Становый, чтобы спину мог поднимать. В плане борьбы мы тоже работаем и как и от стены, так и в середине боремся. Грэпплинг тоже отрабатываем. Сейчас я стараюсь учить вот эти новые, там, болевые, там, стараюсь пятку пробовать. Ну, как бы мне это интересно, пятка. Это хороший прием. Пяточники, грэпплеры, джитсеры, они вообще же страшно всем отрывают ноги. И в боях это, мне кажется, вообще в легкую проходит. Сейчас, допустим, ты тоже как боец, наверное, это все видишь. Не так легко болевой сделать, потому что не все знают. Да, уровень вырос. Если раньше, допустим, UFC смотреть, там через раз рычаг на руку, треугольник через раз. Да. Сейчас вообще болевыми мало кто заканчивает. Мало, да. Но мастера пяток они делают все-таки. Да. Пятку делают. Русимал Палхарес. Да, как он рвал там ноги, да? Да. Его за это и дисквалифицировали, потому что он там не остановился, а кому-то ногу разорвал. Да. Потом его Кичигин, правда, остановил, да? Да. Молодец. Вот ты сейчас топ ACA, топовый боец, да, этой лиги. У тебя, скорее всего, в ближайшее время опять возникнет там мысли и возможность гонка за титул. В ACA сегодня, и бойцы неплохо зарабатывают, да, в принципе, и популярность такая хорошая там на уровне Беллатора там и так далее, да. Есть ли мысли вообще за океан уехать в какой-то другой промоушен? Знаешь, конечно, есть мысли. Но
если так задуматься, например, вот Беллатор, да, мне кажется, если UFC можно, но Беллатор не лучше, чем Моисей, мне кажется. Скорее всего. Уровень 100% не лучше. Скорее всего. Ну, даже если по систематичности смотреть, мне кажется, Моисей больше турниров проводит, чем Беллатор. Да. Проводит, да. Моисей вообще мне нравится лига. Она, знаешь, она просто не такая... Они не гонятся за пиаром, как Fight Nights, например. Fight Nights, они... Ну, у каждого свой путь стратегии развития. Да. Вот если бы Камиля Гаджиева в Моисей закинуть, он бы раскачал лигу. Ну, Моисей, да, как бы... Спорт на первом месте там. Спорт, возможно, какая-то культура, традиции, да, там они это чтят. Ну, как бы это их... Они выбрали это, и как бы это их путь. И как бы... Есть этого сторонники, кто поддерживает это, да, там, есть кто не поддерживает это, да, допустим. ММА, конечно, мировая индустрия ММА, она же по-другому, возможно, развивается. Возможно, мы не делаем то, что должно быть, да, там, или они не делают, это понятно. Но интересное предложение, если Камиля Гаджиева в России президентом. Да. Он бы раскачал лигу. Майербек, наверное, сейчас ждать. Майербек Ага, наверное, да. Разозлиться конкретно. Не, ну, в принципе, я же говорю, сегодня уровень AEC, он неплохой, хороший, там, он в свое время там был всегда в рейтингах. Конечно, понятно, где UFC, где остальные лиги, это мы все понимаем. Но то, что его всегда в Fight Matrix, там, каких-то других рейтинговых организациях, его всегда вторым стоял, я помню. После UFC? Да, после UFC всегда вторым стоял. Сейчас чуть-чуть там поддал, там, в связи с санкциями и так далее, там, Беллатор, где-то One FC ходит и так далее. One FC как ты рассматриваешь? One FC мощная лига. Да? Да. Мне вообще интересно, что там возрастные бойцы все, многие, там кому за 40. Такие бои закатывают, так дерутся. И вообще азиаты, они, как, я не знаю, дерутся. Там 5 раундов они бьются, как будто заведенные, не устают там. Рубки, кровь, сечки, переломы, дерутся до конца. Да, достаточно интересная лига. И что интересно, чемпионы приезжают в UFC и там падают, да? Да. Диметриус Джонсон, Альварес. Альварес вообще от Настюхина упал, да? Да. Диметриус Джонсон упал от соперника, которого выиграл Кайрат Ахметов, да? То есть, если так гипотетически сравнить, то, возможно, Кайрат Ахметов может его уронить, да? Там, ну, как бы было бы круто, да? Хайрат может чемпиона UFC стать, да, если так играть. Да, интересно. Следующий твой поединок, он намечен на декабрь. У тебя соперник уже ясен, да? Еще не точно. Да, ну пока там, ладно, раскрывать не будем. Да. Получается, это в России уже точно. Я слышал, что ESEA собирались в ноябре месяце в Алмате проводить, а потом отменили, да, что-то? Да. Ну, в связи, наверное, с ситуацией. Аслжан, вы с ним вдвоем в одном весе. Тоже неплохо идете. Там, последние поединки Аслжана тоже прям зрелищные. Всегда как бы есть какая-то драма, там, не знаю. Аслжан не из тех бойцов, кто назад отходит, он прям, даже вот с Буторина, да? Поединок, елки, я вот смотрю, говорю, отойди, руки подними. Нет, он вперед, он выиграл уже, по идее, был. Выиграл в одну коллекцию. И так получилось, что как бы Буторин попал, да, там. Да. Я помню, назад отход, что-то закидушка была. В разрез он попал. В разрез. Справа направо. Да, справа направо. Был такой момент. И как думаешь, вот такой исход? Аслжан там, допустим, или ты с поясом, и приходится вот драться тебе с Аслжаном, или наоборот Аслжану с тобой. Скорее всего, этого боя не будет, так же? Но представляешь, как бы я говорю о составляющей такой, что как бы в плане там, допустим, интереса, да, 2 казахстанских бойцов, лучшие, в одной из лучших лиг мира дерутся за пояс, да, ну как бы в плане того, что там, в плане хайпа, да, в плане там какой-то исторической составляющей, это круто было бы, да. Ну, естественно, вы там в другой лиге между собой драться не будете, короче, это понятно. Знаешь, у меня есть друзья чеченцы в Чечне, с которыми так хорошо общаюсь, и я могу 100% сказать, что с ним не буду драться. Вот у меня один есть друг, Расул Сайдхуджаев, он в Чечне живет. С ним я не буду драться. Ну, приятный парень, он меня встречал в Чечне, общаемся, то все. Не хочу с ним драться.
Ну, Друг, одним словом, да? Друг, да. Со Слжаном я тоже не буду драться. Да. Как с ним драться? Близкий, короче. Он близкий, мы начинали вместе с ним. Спарринговали, он рос где-то там, где-то я рос там. Как выйти и с ним рубиться хоть за пояс, хоть за что? Хоть за миллион долларов. Мы с одной страны, с одной города, у нас Казахстан, людей мало, друг друга знаем. Чижей нету, а Слжан я здесь. Че мы, в такой лиге большой, и все будем вдвоем драться, что ли? Да, не, я в плане того, что говорю, вот представляешь, два казахстанца, да, там два как казаха. бы в плане, да. в плане там хайпа, да. Да, типа, было, дошли до уровня, да. где дерутся там за пояс. Два казаха, да. Конечно, да. Всех они, короче, убрали, оставились, короче, два казаха. Ну, интересно. Итак, дорогие друзья, наверное, каждый из вас, кто любит ММА, кто знает Женю, хотел бы узнать, кто в Казахстане самый лучший ударник. Вот сегодня мы это узнаем. Давай, Жень. А у кого самого? Пока Айбек Нурсиит ударил 680. Ну, имеется в виду среди тех, кто приходил. Надо быстрее сильнее. И точнее надо. Вот сюда. Давай, у тебя две попытки еще есть. И правую, и левую давай. Надо быстро, да? Ну, конечно. Не, вот все включи, как ты бьешь, допустим, чтобы уронить. Я не могу сейчас включить. Как бы включить? Может, ниже опустить, типа снизу как бы? Нет? Не знаю. Да, давай. Я же сказал, ты медленно бьешь, ты на качке сидишь? Да, сейчас. Да. Не, реально, медленно бьешь. Может, подержать лучше? Давай, еще раз, давай. Я подержу, давай. Вместе со мной сейчас упадешь. Главное не промахнуться. Главное, руку не сломать. Вот 428. Ударик поставили отлично. Тренер Нормально? Не проблема. Я достар, өздеріңіз көрдіңіздер, бірақ енді бұл баға беретін мәселе емес, қызық болсын деп. Сонымен біздің Женя досымыз Германды аз-маз ұйықтатты, өздеріңіз көрдіңіздер. Ассалаумалейкум сонымен. По традиции, Женя, мы всегда даем слово гостю, потому что, я же говорю еще раз, вы сейчас одни из топовых бойцов Казахстана, мира, да, там на вас смотрят не только бойцы всех нашего Казахстана, но и другие. Пару слов пожелания нашим детям сегодняшним, которые на тебя смотрят, и, возможно, ты их кумир, болеют за тебя. Конечно, хотел бы пожелать молодежи, чтобы занимались спортом, чтобы старались вести правильный образ жизни, потому что сейчас много всяких соблазнов, много там всяких видео, всякого хайпа ненужного, где там люди там идут на всякие поступки. Я считаю, что нужно идти по правильному пути. Если ты мусульманин, придерживаться намаза, там, если ты христианин, придерживаться тоже своей религии. Но стараться жить правильно, тогда будет меньше проблем в жизни, меньше там каких-то там ненужных дел, ненужных там приходов в твою жизнь, плохих людей там. Любить родителей, ценить эту жизнь, ценить добро. В общем, быть правильным человеком, стараться прожить правильно, стать хорошим, например, если ты работник, не нужно быть там спортсменом обязательно, там, что, если ты хочешь стать спортсменом. Ну, не всем дано, возможно. Если ты там работаешь доктором, надо быть хорошим доктором, например, хорошим там учителем, даже тем же таксистом, быть просто порядочным человеком, я считаю. Чтобы наша молодежь росла порядочными, чтобы не было там каких-нибудь отклонений, там, любили своих родителей, занимались спортом, здоровым образом жизни. В общем, будущее наше в нашей молодежи. Вот хочу пожелать им
Отличные слова от Евгения Егенбердиева. Я больше чем уверен, что эти слова искренне от всей души, от всего сердца. Рахмет саған, бауырым, келгеніңе. Осылай тек ары қарай дамый бер. Я думаю, ты все-таки принесешь этот пояс и будешь один из первых, да, что этот пояс окажется в Казахстане. Желаю тебе всего самого хорошего. Я, достар, осымен біздің бағдарламамыздың уақыты да бітіп қалды. Сіздерге сәттілік тілеп отырып, біздің бағдарламамызды қарап, егер бағасын беретін болсаңыздар, бізге жазылыңыздар, астына комментарий жақсы пікір болсын, өзіңіздің тағы да басқа пікірлеріңізді қалдырып, қоңыраушаны басып қойып, Қарабалаш шоуды және тағы да басқа осы Найза ТВ арнасында өтіп жатқан контенттен қалып қоймаңыздар. Ассаламу алейкум.